Добрый день, уважаемые слушатели курсов. Мы сегодня с вами продолжаем говорить об одном из основных конфессиональных модулей. Это основы иудейской культуры. Мы с вами поговорим об основных исторических сведениях, где, когда и каким образом зарождается иудаизм. Рассмотрим вопросы, связанные с основами вероучительной доктрины, религиозные традиции, праздники. И отдельный вопрос будет посвящен истории иудаизма в России. Безусловно, на примере нашего региона, Республики Бурятия. Итак, иудаизм – это монотеистическая национальная религия евреев. Другое название иудаизма – это иудейская религия. Как правило, последователи иудаизма называют себя иудеями. И здесь очень важно понимать, мы с вами рассмотрели понятие «мировая религия» и понятие «национальная». В чем отличие двух этих составных частей? Национальная религия и мировая. Национальная какой-то нация определенная. Так, хорошо. Иудаизм – это все-таки религия национальная. То есть вне зависимости от национальной принадлежности, если человек принимает иудаизм, то есть он автоматически меняет свою национальную принадлежность, он становится иудеем. Здесь очень важно понимать. Посмотрите внимательно на карту. Происхождение иудаизма тесно связано с историей еврейского народа. Движение в начале второго тысячелетия до нашей эры западно-семитских племен из Месопотамии к побережью Средиземного моря. Прошу прощения. Вот здесь на карте отражены как раз-таки движения, да, западно-семитских племен. Место возникновения иудаизма – это Палестина. 7 век до нашей эры. Есть конкретный год – 621. Вообще очень многие историки считают, что до 7 века до нашей эры у евреев была другая религия. Ее называют древнееврейской. Она возникла примерно в 9 веке до нашей эры вместе с возникновением государства еврейского народа. Как и все, скажем так, до монотеистические религии, основные религиозные верования евреев – это, конечно, политеизм или язычество. Историки считают, что монотеистические представления у евреев сформировались в религии только в 7 веке до нашей эры, во время правления в Иудее, это южная часть Палестины, царя Иосия. По мнению историков, из источников известен не только век, но и год начала перехода евреев от древнееврейской религии к иудаизму. Это был 621 год. И если мы с вами посмотрим, конкретно это касается издания указа, когда царь Палестины приказывает, скажем, уничтожить единовременно все следы многобожия, да, многоверия. То есть одномоментно уничтожается изображение других богов, святилища, которые посвящались иным богам. И евреи, которые приносили жертвы другим богам, сурово наказывались, вплоть до смертной казни. То есть наказание достаточно суровое. По мнению историков, этого единственного бога, который вот и признается, скажем так, в указе Иосии, называли именем Яхве. Яхве – сущий или существующий. Служители культа считают, что утверждать, будто Бога звали Яхве, нельзя, ибо если люди того далекого времени знали на два основных, да, лагеря, первая гипотеза заключается в том, что название религии происходит по названию одного из еврейских племен. Еврейский народ в те далекие времена делился на племена, и каждое племя имело свой вариант древней еврейской религии. Главным и наиболее многочисленным было племя, которое называло себя именем одного из своих вождей, племенем Иуды. Иуда в переводе с древнееврейского означает «хвалите Господа». Древнееврейская религия в том виде, в каком она существовала у этого племени, и стала главным идейным истоком иудаизма. Ну, соответственно, от названия племени происходит название религии. Вторая гипотеза выводит название религии из названия государства, в котором, в принципе, эта религия возникает. Государством, которым правил царь Иосия, называлось Иудейским царством или кратко Иудея. Ну и, соответственно, по названию этого государства и происходит именование национальной религии.
Если мы с вами посмотрим географическое, скажем так, распространение представителей иудаизма на сегодняшний день в мире, то вот в процентном соотношении это выглядит следующим образом. В Соединенных Штатах Америки это практически 40% от общего числа, в Израиле это 30%, Франция и Россия это примерно по 4,5%, Англия и Канада это по 2%. Всего в этих 6 странах мира проживает 83% иудеев от всего, скажем так, мирового пространства. Да, цифра очень внушительная, да, и ограниченности государствами тоже поражает. Итак, следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это деление иудаизма на различные конфессии. Вот в иудаизме есть такое понятие, как ортодоксальный иудаизм, есть понятие реформированный иудаизм, и два таких ключевых понятия – это краимство и хасидизм. Есть, конечно, еще другие конфессии, но мы на этих 4 остановимся более подробно, так как это, скажем так, традиционные, да, конфессии в иудаизме. Итак, что такое караимство? Караим или чтец, читающий, возникла эта конфессия в 8 веке нашей эры в Ираке. Основная особенность караимства – отказ признавать святость Талмуда. У иудеев также существует группа священных книг, это Тора, Талмуд, есть такое понятие, как Танах, о котором мы чуть позже скажем. Караимы живут преимущественно в Израиле, Польше, Литве и на Украине, и в других странах также присутствует. Следующая конфессия – это хасидизм. Хасидизм от слова хасид, что обозначает благочестивый, примерный, образцовый. Возникает это движение в Польше сравнительно недавно, в начале XVIII века. Хасиды требуют от своих приверженцев горячей молитвы, то есть громкой молитвы со слезами на глазах. Как правило, само действие, само проведение, скажем так, молитвы или богослужебного собрания, оно, конечно, очень яркое и насыщенное эмоциями. Есть такое понятие, как реформированный иудаизм. Это очень интересно. Это то, что происходит в мире в начале XIX века, конкретно в Германии. Главное отличие реформированного иудаизма от ортодоксального заключается в определенных отступлениях и послаблениях, да, в обрядовой части. В частности, первое, если в ортодоксальном иудаизме раввины, то есть раввины-служители культа, во время богослужения надевают особые культовые одежды, то в реформированном иудаизме раввины имеют право по своим внешним маркерным признакам не отличаться, скажем так, от своих прихожан, да? То есть в гражданском платье. Второе. Если в ортодоксальном иудаизме раввины произносят богослужебные молитвы на иврите, и это является обязательным, так же, как мы с вами изучали ислам, да, то есть чтение Корана исключительно на арабском языке, тут то же самое. Проведение молитв, чтение Торы на иврите. А вот в реформированном иудаизме богослужение проводится на языке тех стран, где, в принципе, живут евреи. То есть в России на русском, в США на английском и так далее. Третья ключевая отличительная особенность реформированного иудаизма – это если в ортодоксальном иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин, то в реформированном женщины имеют право молиться совместно в одном помещении. И четвертая особенность, она тоже очень удивительна, если в ортодоксальном иудаизме раввинами могут быть только мужчины, то в реформированном иудаизме право быть раввином может заслужить и женщина. Итак, сегодня мы с вами, рассматривая характеристику, содержание вероучительной доктрины иудаизма, конечно, будем опираться на основы ортодоксального иудаизма. О чем мы будем говорить? Первое. Вероучение можно выделить 8 основных положений. Это о священных книгах, то есть это Тора, Талмуд, Танах, о сверхъестественных существах, они тоже присутствуют в иудаизме, о Машиахе или Мессии, о пророках, о душе, о загробной жизни и о пищевых запретах. Это все то, что составляет основу вероучительной доктрины. Итак, первое. Учение о священных книгах. Священные книги иудаизма можно разделить на 3 основные группы. Первая группа,
в которую входит одна книга том, называют словом Тора. Тора с иврита переводится как закон. Термин Тора имеет в иудаизме несколько значений. Когда мы говорим, что Тора – это первая священная книга иудаизма, то используем это слово в первом и в основном значении. Во вторую группу входит опять только одна книга том – это Танах. В третью группу входит некоторое количество книг томов, а в каждом томе некоторое количество произведений. Это собрание священных книг называется словом Талмуд. Талмуд. Итак, Тора. Тора – это совокупность законов и постановлений, относящихся к тому или иному предмету, например, закон всесожжения или закон о жертве повинности и так далее. Еще Тору называют Пятикнижием Моисеевым, то есть 5 книг были получены Моисеем от Всевышнего на горе Синай. Ну, о личности, историческом персонаже Моисея мы чуть позже поговорим. Далее свиток Торы, есть такое понятие. Это рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева Торы, используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге, который является главным сакральным предметом у евреев. Здесь более подробная информация, вы будете иметь возможность ознакомиться. Танах. Танах, или по-другому еще очень часто встречается интерпретация еврейская Библия, это сокращение на иврите, которое расшифровывается как Тора, Пятикнижие, Невиим, то есть книга о пророках, и Ктувим, это Писание. Ну и все эти вот 3 буквы, скажем так, заглавные, объединены одним словом Танах. Далее Талмуд, ну об этом мы, в принципе, уже сказали, свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Скажите мне, пожалуйста, вот если мы с вами, допустим, будем сравнивать ислам, о котором мы с вами говорили вчера, и иудаизм, вот на что похож Талмуд? С чем можно сравнить? С какой священной книгой мусульман? Свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Шариат. С одной стороны шариат, с другой стороны Коран, вернее сунна, да? То есть сунна – это книга, где собраны что? Хадисы. Хадисы – это у нас хадисы. Так. Параллельно проверка остаточных знаний. Это рассказы о жизни пророка Мухаммеда. Далее, следующий блок, который посвящен учению о сверхъестественных существах. Первое – это Бог, затем это ангелы, демоны, сверхъестественные животные, там всего 3 группы сверхъестественных животных, и Мессии. Итак, Бог. Название имени Бога, Израиля Яхве, которое обозначено в Библии 4 согласными буквами. То есть это знаменитый тетраграмматон, то есть слово из 4 букв, Яхве. Чтобы избежать произнесения даже священного имени Адонай вместо Яхве, вошло в обычай произносить на иврите Хашем или Гашем. То есть мы не знаем личного имени Бога, да, поэтому очень часто иудеи говорят это имя, да, вот буквально в переводе, то есть Хашем или Гашем. Яхве буквально переводится как сущий или существующий. Сущий или существующий. Следующая группа сверхъестественных существ – это ангелы. Ангелы встречаются во всех традиционных, нетрадиционных конфессиях. Ангелы в переводе с греческого означают «вестники». С этой группой сверхъестественных существ мы впервые встречаемся при изучении иудаизма. Ну, их основные функции – творить добро, помогать Богу, помогать людям. В иудаизме миллиарды ангелов, как и в христианстве. Плоть они не имеют, но ангелы по воле Божией могут на короткое время эту плоть приобретать для того, чтобы общаться с людьми, но у себя дома, в кавычках, то есть в раю, да и на земле, когда у них нет задачи добиваться того, чтобы их люди видели и слышали, они существуют как чистые духи. Не только в смысле наличия лишь добрых намерений, но и в смысле свободы духовной сущности от плоти. То есть, формально, если нету плоти, то не должно быть и пола, так как признаки могут быть только у физического тела. Ангелы делятся на бессмертных и смертных. Ну вот по тому же самому принципу, что и с исламом, мы задаем вопрос, отвечаем на этот вопрос. Каково происхождение ангелов, их сотворил Бог? Так, дальше. Воспринимаются ли ангелами органами чувств? Общий ответ, как правило, нет.
как исключение, да. Исключение появляется тогда, когда некоторые ангелы приобретают плоть. Делятся ли ангелы на младших и старших? Да, подобное деление в иудаизме есть. Есть ли понятие главный ангел, подчиненный ангел? В иудаизме есть ангел, которого именуют как Метатрон. Метатрон с греческого буквально означает стоящий у престола или стоящий за престолом, смотря в какой интерпретации. Из работы историка, что такое Талмуд. Первые ангелы были созданы из света во второй день творения. Самым главным среди первых ангелов был Метатрон, о котором сказано, что Бог Яхве дал ему от своего величия 600 тысяч миль в длину и 1000 в ширину. Ангелы по Талмуду создаются не только из света, но и из других стихий, из воды, ветра, огня, смотря по тому, для какой должности они предназначаются. Так, например, ангелы-послы происходят из ветра, потому что они быстры. Ангелы, стоящие перед престолом Яхве, вышли из огня. Ангелы, владеющие морями, сотворены из воды. Талмуд утверждает, что каждое слово Божие, каждый выход из груди Яхве дает жизнь новым ангелам, что нет ни одной былинки на земле, которая не имела бы своего ангела на небесах. Здесь то же самое. Понятие демоны или духи, которые также упоминаются и встречаются в иудаизме. То есть это злые духи, их основная функция творить добро, это противники Бога, противники людей на земле. Точные цифры о священных книгах иудаизма, в священных книгах иудаизма о количестве демонов нет, но как минимум речь идет о сотнях тысяч. Так, например, Талмуд сообщает, что у одной старшей демонихи была свита, в которой находилось 180 тысяч младших по рангу демонов. Существует 3 части происхождения демонов, основные функции, много ли их, есть ли у них плоть, есть ли у них пол. В частности, пола у демонов нет, но, как и ангелы, они могут ее приобретать, когда являются к людям. Есть ли у них пол? Логически рассуждая, когда они существуют без плоти, пола у них не должно быть. Но в Талмуде демоны без всяких оговорок делятся на демонов мужчин и демоних женщин. Но нет объяснения, почему происходит это деление. Если дальше мы с вами рассмотрим, каково происхождение, скажем так, демонов, то иудаизм на этот вопрос дает очень сложный, любопытный ответ. По происхождению всех демонов можно разделить на 3 части. Первую основную часть сотворил Бог. Зачем Бог сотворил? Так же, как в иудаизме джиннов. Это божественная тайна. Вторая часть демонов сотворена самими демонами. Поскольку они имеют пол, постольку вступают в определенные отношения, и от этих отношений, сообщает Талмуд, рождаются новые демонята. Третья часть демонов появляется на свет как результат отношений демонов с людьми. Смертны ли демоны? Да, смертны, правда, они живут значительно дольше, чем люди. Воспринимаются ли демоны органами чувств? В иудаизме все-таки эту категорию можно воспринимать. Да? Они также делятся на младших и старших, и главного демона именуют как сатан, сатан или противник. Следующая группа сверхъестественных животных, их в иудаизме, животных конкретно 3 вида, это птицы, быки и рыбы. 3 группы сверхъестественных животных, это птицы, быки и рыбы. Очень интересно. Это особые райские животные. Они отличаются от обычных животных необыкновенно вкусным мясом. Бог их создал для того, чтобы в раю кормить праведников особо вкусной пищей. О райских птицах и о райских быках никаких подробностей для учения нет. А вот о райских рыбах, Левиафане, очень красиво пишет, рассказывает Талмуд, Бог создает для рая 2 особых рыбы, которые стали царями над всеми остальными рыбами. И дает им имя, которое стало названием породы, имем собственным. Это имя Левиафан. В переводе с иврита означает как свертывающийся или вьющийся. Самку Бог убил и засолил ее мясо, и этим мясом кормит праведников в раю. Мужского пола он оставил жить в огромном водоеме. Левиафан – это огромная рыба длиной свыше 300 миль, практически свыше 500 километров. Такая огромная рыба, которая находится в раю. Следующее учение – это учение о Машиахе. Учение о Машиахе или Мессии. Посмотрите, аналогия та же самая.
Да? Мы с вами говорили, что в христианстве это Иисус Христос, в исламе это Махди, в буддизме это Будда Майтрея, в иудаизме это Машиах. Кто такой Машиах? Это человек, наделенный особо могущественными, сверхъестественными способностями и получивший от Бога специальное задание. Машиах, или по-другому Мессия, в переводе с еврейского на русский означает «помазанник», то есть существо, которое Бог помазал или наделил своей божественной силой. Функция Машиаха, она в принципе не отличается от функций других мессий. В иных религиозных конфессиях это осуществление конца света и установление царства справедливости на земле. После прихода Машиаха все умершие, скажем так, воскреснут, все евреи соберутся в Палестине, и будет восстановлен Иерусалимский храм, и на праздник, существующий у евреев, Йом-Кипур, вновь прозвучит из уст воскресшего первосвященника скрытое до того времени имя Бога. Вот оно ожидание, да, когда все-таки узнаем мы личное имя Бога. Следующее – это учение о пророках. Учение о пророках. Учение о пророках. Пророки – это люди, которым Бог дал задание и возможность возвещать людям истину. Истину, которую возвещают пророки, так же, как и в других религиях, то есть как верить и каким образом жить. В Танахе существует 78 пророков и 7 пророчиц. 78 пророков и 7 пророчиц. Из этих 78 пророков 2 пророка являются великими. Это пророк Илья и пророк Моисей. Пророк Илья и пророк Моисей. Ну вот здесь мы с вами более подробно, да, поговорим об Илье, о его жизни и о той основной функциональной, скажем так, нагрузке, которая ему присуща. Богословы считают, что Илья жил в IX веке до нашей эры. Как пророк он возвещал истину, а кроме того совершил ряд чудес. Когда Илья жил в доме бедной вдовы, то чудесным образом он возобновлял в ее доме запасы муки и масла. Илья воскресил сына этой бедной вдовы. Трижды по его молитвам с неба на землю сходил огонь. Он разделил воды Иордан на 2 части. Вместе со своим спутником и учеником Елисеем прошел через реку по сухому месту. Обо всех этих чудесах рассказывается и в Танахе. За особые заслуги перед Богом Илья был взят живым на небо. Это очень удивительно, да? То есть единственный, ну не единственный, второй из пророков, который вот не душа была взята, скажем так, на небо, в рай, а именно вот в своем в человеческом, скажем так, обличии. В иудаизме, так же как в христианстве, считается, что живыми на небо Бог взял 2 человек. В 17 веке до нашей эры пророка Еноха и в 9 веке до нашей эры пророка Илью. Но великим все-таки для иудаизма является Илья. И, безусловно, если мы с вами рассмотрим вот традиции, праздники иудеев, очень важным здесь является праздник Песах или Пасха. По-нашему, в европейском, скажем так, происхождении, очень важный праздник. Этот праздник отмечается всеми иудейскими семьями. Дверь в помещении не закрывают именно в день празднования Пасхи. Ставят лишний бокал вина, то есть бокал вина, который предназначается для пророка Ильи. В конце праздничного ужина громко приглашают пророка Илью войти в дом. То есть считают, что именно в этот праздник, в праздник Песах, Илья является людям, да, то есть именно в этот праздник он явится, ну, за ним уже последует День страшного суда. Поэтому приглашают, и этому празднику уделяется особое внимание. То есть ждут Мессию, да, вместе с пророком Ильей. Следующий пророк – это Моисей. Ну, я думаю, что о Моисее мы знаем очень много. Его основная заслуга в чем заключается, если можно так выразиться? Пророк Моисей. Он спас, получается, людей и раскинул вывел из волны Египта, Иордана, и он перевел людей через море, освободил землю людей иудейских от гонителей. 40 лет водил по пустыне, да, привел в Палестину. На горе Синай получил откровение. Ну и это тоже является точкой отсчета возрождения новой религии.
Так, вот здесь есть особые вещи, я буду очень кратко, хорошо, потому что материала много. Следующее учение – это учение о душе. Что собой представляет душа в иудаизме? Душа в иудаизме – это сверхъестественная часть человека, в отличие от тела, которая не подчиняется законам природы. То есть душа не зависит от тела, и душа может существовать без тела. Ну, в отличие от буддизма, так же как в христианстве, душа – это целостное явление, да? То есть оно целое, но неделимое. Душа каждого человека сотворена Богом. Душа каждого человека или душа, она бессмертна. Еще есть очень один интересный момент, что в принципе отличает иудеев от христиан. То есть считается, что каждую ночь во время сна душа человека покидает его тело. Поэтому, когда иудей ложится спать и когда он рано утром встает, он обязательно возносит молитву Богу за то, что его душа вернулась на землю. То есть во время сна душа исходит из тела человека, и в момент пробуждения она возвращается обратно. Учение загробной жизни здесь очень кратенько. Для обозначения ада использовали слово «шеол» или «гиена». Да? То есть вам там вообще практически ничего не видно. Итак, для обозначения ада использовали слово «шеол» или «гиена». Вот это вот понятие «гиена» огненная. Да? Если мы посмотрим, допустим, в Иерусалиме была часть, скажем так, города или часть места, долина, куда просто-напросто свозился мусор. Да? То есть такой смрадный запах, в общем, все самые неприятные ощущения, эмоции, которые возникали с этим местом, да? То есть они вот таким образом трансформировались и в религиозные представления. То есть евреи-нечестивцы и в обязательном порядке люди других национальностей, они вот называются гоями, да, и их участь попасть вот как раз-таки в эту гиену. Так, пропустить. Вот здесь очень интересно. Если мы с вами обратимся вот к специальной литературе, с точки зрения иудаизма существуют универсальные требования, одинаковые для всех людей. То есть вне зависимости от вашего религиозного происхождения, национального, социального и так далее. Вот есть такой вот краткий свод норм и правил поведения. Первое – это запрет идолопоклонства. Второе – это запрет богохульства. Третье – это запрет кровопролития. Четвертое – это запрет воровства. Пятое – это запрет на безнравственный образ жизни, запрет жестокости по отношению к животным, повеление справедливости в суде и равенства человека перед законом. И в итоге это должен, таким образом, наверное, да, поведенческие характеристики должны отличать каждого человека. Для неевреев. А вот для евреев, кроме этих 7 основных законов, существует еще 613. То есть 613 законов, которые полностью регламентируют жизнь человека в обществе, да, его поведение. Следующее учение – это учение о пищевых запретах. Учение о пищевых запретах. Мы с вами рассмотрим крупные 3, скажем так, пищевых запрета. Во-первых, нельзя употреблять в пищу мясо тех животных, которые в Торе названы нечистыми. И есть такое понятие, как кошерная пища. Да? Список нечистых животных на основе изучения Торы составляют раввины. В него, в частности, входят свиньи, зайцы, лошади, верблюды, крабы, омары, устрицы, креветки, ну и другие. То есть это все то, что в пищу употреблять не рекомендуется, скажем так. Да? Это нечистое мясо. Во-вторых, им запрещено употреблять в пищу кровь. То есть вот оно понятие кошерности или чистоты пищи, это очень важно для еврея. Вот если он разломит яйцо и увидит вот эти вот кровотоки, он никогда не будет подобное яйцо употреблять в пищу. Да? В-третьих, запрещено одновременно принимать мясную и молочную пищу, например, пельмени со сметаной. Да? Это я прям вот в кавычках, чтобы было понятно. Между приемом мясной и молочной пищи должно пройти как минимум час. И для того, чтобы вы поели мясо, и через час, съев кусочек хлеба, вы можете только вкушать молочную пищу. Если посмотреть, очень интересно, у иудеев общий пит, да? То есть есть
отдельная страна, где вот продаются мясные, где можно взять вот мясную пищу и только молочную. То есть если вы приходите, то вы берете либо одно, либо другое, да, но никак не вместе. Далее, учение о субботе. Учение о субботе или шаббате, как именуют по-другому, или именуется на иврите. Суббота почитается как священный день. Это значит, что этот день нужно посвятить Богу, и что в этот день нельзя работать, нельзя пользоваться транспортом. Разрешаются не только неотложные формы деятельности, то есть скорой помощи, полиции, пожарников. Запрещается работа по дому, нельзя стирать, мыть пол, подметать, готовить пищу и другое. В субботу нельзя водить машину, хранить покойников, ну и многое другое. На самом деле очень интересно, и особенно в ортодоксальном иудаизме, ну вот такой забавный, наверное, эпизод вам расскажу, немножко отвлечемся. Священный праздник, да, вот у мусульман это пятница, да, у христиан это воскресенье. Посмотрите, какие запреты. Даже службам неотложной помощи запрещено работать в этот день. Удивительно. И вот был такой интересный эпизод, связанный со службой в армии. Вы знаете, что и мужчины, и женщины все-таки обязаны, да, служить в армии. И многие молодые люди, ссылаясь на свою веру, ортодоксальные иудеи имеют право не служить в армии. Да? То есть это хорошая причина не ходить в армию. И вот, значит, что придумали органы государственной власти? Они отправляли молодым людям приглашение на вечеринки в субботу. А суббота это вот это святой день, да? И, значит, приходили товарищи повеселиться, и их, значит, практически под руки забирали в армию. Ну как, ты говоришь о том, что ты ортодоксальный иудей, но при этом вот в субботу пошел на вечеринку или праздновать какое-то событие, да? Ну вот есть такие хитрости и уловки. Здесь очень интересно, «Религия мира», эта работа была издана в Оксфорде в 1994 году. В начале шаббата при заходе солнца вечером в пятницу с благословением матери семейства зажигаются субботние свечи. Отец же посещает синагогу, нередко вместе с детьми, а по возвращении он благословляет своих детей и хвалит жену словами из книги «Притчи Соломоновой», глава 31. Затем вся семья принимается за субботнюю трапезу, которая начинается с совершения благословения над хлебом и вином. Огонь разводить на шаббат нельзя, хотя если он был зажжен ранее, то может остаться гореть. Нельзя предпринимать далеких путешествий в субботу, однако находящимся на борту корабля не рекомендуется с него сходить. Вы представляете, да? Ортодоксальный еврей будет жить в пределах пешеходного расстояния от своей синагоги, потому что он не может водить автомобиль в субботу или же пользоваться общественным транспортом. Так, ну, здесь изображения различных, в том числе и древних, да, синагог. Синагога – это храм, да? То есть в христианстве это церковь, монастырь, а в исламе это мечеть, да? В иудаизме это синагога. Условные историки, говоря об ключевых, скажем так, этапах развития иудаизма, они выделяют три основных периода. Первый период – это храмовый, то есть период существования Иерусалимского храма. Второй период – талмудический. И третий период, который длится с VI века по современное время, настоящее время, это раввинистический. Если мы с вами рассмотрим вопрос, касающийся иудаизма в России, каким образом, когда появляется иудаизм, ну, начнем, наверное, еще с античности. Евреи известны в Боспорском государстве. Кто помнит, где располагалось Боспорское государство, что это такое? То есть, в принципе, это то, с чего мы начинаем вообще изучение истории нашего государства. И первое государство, когда на территории России появляется? В 9-10 веке. В IX веке формируется древнерусское государство, да, после объединения Новгорода и Киева, а более в ранний период времени. Территория Северного Причерноморья, да? Вот как раз-таки Боспорское царство, вот в результате колонизации, скажем так, греков, да, появляются первые такие протогосударственные образования. Вот с этих времен уже фактически известны евреи или иудеи на территории России. В состав русского государства с X века, да,
будьте здоровы, да, то есть входящая территория Северного Причерноморья. Также известен знаменитый хазарский каганат, о котором мы с вами вчера говорили, то есть традиционная конфессия или основа или государственной религии хазарского каганата вплоть до его разгрома был иудаизм. Поэтому имели возможность контактировать, общаться. До 1772 года иудеи в России не составляли 1/600 части населения страны. Но посмотрите, что происходит. В 1772-815 годах к Российской империи была присоединена большая часть Речи Посполитой. Ну, знаменитые разделы Польши, третий раздел это у нас 1795 год. Таким образом, вот вошедшая новая территория и расширение границ Российской империи привело к тому, что резко возрастает численность иудеев на территории российского государства. И уже к 1918 году Россия занимает первое место в мире по количеству иудеев. Почти 50% иудеев начала 20 века проживали в пределах границ российского государства. Хотя мы знаем, что существовали так называемые черты оседлости, да, черта оседлости, за которой можно было и нельзя было жить еврею. Если мы с вами рассмотрим исторические особенности формирования еврейских общин, ну, как следствие появления иудаизма на территории нашего региона, то такие достаточно устойчивые конфессиональные образования складываются в XIX веке. Уже в начале XX века строится синагога в городе Верхнеудинский. И самое удивительное, что первую строку по численности городского населения в городе Верхнеудинске в начале XX века занимали евреи. То есть основной, больше половины проживающих на территории города – это евреи. Ну и фактически, если мы с вами посмотрим историческую часть города, немножко отвлечемся, да, поговорим об истории Верхнеудинска-Улан-Удэ, то есть знаменитый Арбат, Нагорная часть, вот, музей города, да, то есть очень многие здания, архитектурные памятники, они строились благодаря купцам еврейского происхождения, да, это удивительно. Ну и, наверное, особый статус города, который являлся торгово-развлекательным, да, вот этот вот кадуцей Меркурия, пронзающий рог изобилия, это что? Это знак знатного торга, да, который вели горожане. И, безусловно, торговля – это то, что преимущественно привлекало. Ну, евреи, соответственно, внесли очень большую лепту в развитие общественно-политической жизни нашего города. Сегодня в России легально существует несколько всероссийских сетей религиозных организаций иудаизма. Это ФИОР и Кираор. Таким образом, у России два главных раввина. Это Берл Лазар и Адольф Шаевич. Ну, здесь более подробно об иудаизме и Бурятии мы с вами сказали. Как и у любой другой религии, есть в иудаизме свои символы. Да? То есть особые символы, которые говорят нам о том, что вот это иудаизм. Это, конечно, шестиконечная звезда Давида и знаменитый семисвечник, именуемый Минора. Итак, шестиконечная звезда Давида. Что она означает? Это древний символ. Эмблема в форме шестиконечной звезды или гексаграмма, чаще всего мы с вами слышим, в которой два равносторонних треугольника наложены друг на друга. То есть верхняя вершина вверх и нижняя вершина вниз. Название звезда Давида это символ получил согласно легенде, потому что был изображен на щитах воинов царя Давида. Другой его вариант, пятиконечная звезда или пентаграмма, известен под именем Соломонова печать. Звезда Давида изображена на флаге государства Израиль и является одним из основных его символов. И если мы с вами рассмотрим, допустим, архитектурный образ синагоги, то там обязательно шестиконечная звезда Давида будет присутствовать. Следующий символ – это минора или минора-светильник, один из наиболее древних символов иудаизма. Это металлический подсвечник с 7 глиняными или стеклянными лампадами. Форма миноры восходит к описанному в Библии семисвечнику, олицетворяющему 7 церквей Малой Азии и символизирует 7 планет и 7 дней творения этой земли. Да? Например, иудейский философ Филон считал, что минора символизирует 7 планет, являющихся наивысшими предметами, доступными человеческому восприятию. Он же утверждал, что золото, из которого сделана минора, и ее свет символизирует божественный свет или логос. Логос – это у нас закон. Ну, посмотрите внимательно герб
государства Израиля, флаг государства, то есть на одном, да, то есть шестиконечная звезда Давида, на втором минора. Так, ну вот о чем мы с вами не сказали еще, да? Молитва. Еврей обязан молиться ежедневно, 3 раза в день. Это, скажем так, священная обязанность каждого иудея. Ну и какие существуют праздники? Праздники, которые отличают иудаизм, с одной стороны, объединяют, с другой стороны, отличают. Среди главных праздников и священных дней, о шаббате мы с вами уже сказали, существует праздник Новый год, Рош ха-Шана. Йом-Кипур – это судный день, Суккот, Песах, Шавуот или Пятидесятница, Ханука, известная, да, праздник освящения или праздник огней, Пурим, ну и многие другие праздники. Так. Вот подводя итог, ну вот я постаралась очень кратко, потому что информации очень много. Казалось бы, иудаизм – это религия небольшого, но талантливого народа, внесшего весомый вклад в исторический прогресс. И уже эта национальная религия этого народа заслуживает уважения. Иудаизм – это религия народа, пострадавшего в результате социальных и национальных конфликтов. Этот народ испытал не только гонения, но и прямой геноцид. В тяжелые для него дни религия этого народа была его моральной опорой и поддержкой. Необходимо не забывать, что иудаизм являлся идейным источником формирования других традиционных конфессий. Это прежде всего христианство, это ислам. То, что мы видим, с чем мы знакомимся в иудаизме, то же самое, те же самые аналогии встречаются и в традиционных конфессиях. Безусловно, Тора и Танах дали огромный импульс развитию мировой художественной культуры. Своими образами и сюжетами они питали, продолжают питать писателей, поэтов, художников, скульпторов и композиторов. Также, если мы с вами рассмотрим вот современную религиозную ситуацию в России, конечно, прежде всего правовое поле, в преамбуле закона о религиозной деятельности в российском государстве написано, да, что традиционными конфессиями или традиционными религиями для российского государства являются 4 религии. Это какие? Христианство, вы, наверное, часто об этом говорите, да? Ислам, буддизм и национальная религия иудаизм. То есть иудаизм признается одной из традиционных религий России. И его традиции, да, то есть его, ну, скажем так, особенности существования на территории нашего государства, они тесно переплетены с историей страны. Так, на этом наш официальный формат закончится, и мы с вами сейчас будем иметь возможность задать вопросы и обсудить их. Все, да?